Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами разбираем дуа, как правильно взывать к Аллаху. И наша последняя тема, она была касаемо структуры дуа, то есть как правильно обращаться к Аллаху. И мы с вами говорили, что и книга Аллаха, и сунна его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, учит нас во время обращения к Аллаху правильно начинать обращение. Очень важно именно правильно структурировать наше обращение, и всегда нужно начинать с восхваления Всевышнего Аллаха, то есть не нужно спешить сразу просить у Аллаха. Это ошибка многих братьев и сестер, когда у нас нет терпения, у нас или времени очень мало для дуа, да? Когда мы начинаем взывать к Аллаху, сразу начинаем просить. Сразу начинаем просить, это ошибка наша, и это очень часто обесценивает наши дуа. Сначала нужно восхвалять Всевышнего Аллаха. Нужно благодарить Аллаха. Если ты хочешь от Него что-то для себя, то признай то, что Он уже тебе дал. Да, тебе сегодня, завтра, послезавтра что-то нужно от Него. Какая-то помощь нужна, ризк нужен, еще что-то, тауфик нужен и так далее, и так далее. Здоровье нужно. Но прежде чем приступить сразу к просьбе, вспомни то, что Аллах тебе уже дал. Поэтому восхваляй Его, благодари Его. Только затем, потом еще ассаляту аля наби, так ведь сначала право Аллаха, потом право пророка, салават воздай за пророка, а потом уже проси. И мы с вами привели несколько дуа. Самый лучший дуа, самый лучший идеальный шаблон идеального дуа, это где? Это суратуль Фатиха. Так ведь? Сура Фатиха. Вот там как раз мы видим шаблон идеального дуа. С чего нужно начать, как нужно начать и как завершить дуа. И привели несколько дуа пророка саллаллаху. То есть мы увидели, что большую часть дуа, если во время дуа было, может быть, 5 предложений, да, мы видим, что 4 из них это было просто правильное обращение к Аллаху. То есть пророк саллаллаху восхвалял Аллаха, благодарил Его, и, может быть, последнее, даже не предложение, а половина предложения, он что-то у него попросил. Поэтому, если мы хотим, чтобы Аллах ответил на наши дуа, то мы должны научиться правильно делать дуа. Сегодня, иншаллах, поговорим, и на протяжении нескольких лекций, наверное, до Рамадана таки будет, да, поговорим о дуа за наших братьев, за других людей. Потому что Всевышний Аллах, Он милостивый, и Он дает нам возможность, когда мы взываем к Нему, просить не только за себя. Вообще мусульманин, он должен жить не только за себя. Рядом с ним есть его близкие люди, есть его родители, есть его семья, супруга, супруг, дети. Есть у него предки, то есть помимо родителей есть у него бабушки, дедушки и так далее, и так далее. Туда уже уходим, да? Есть у него будущие поколения, то есть, иншаллах, если Аллаху будет угодно, у него будут дети, внуки, правнуки, которых он, может быть, и не увидит, наверняка не увидит, так ведь? И они тоже будут жить под его дуа. Поэтому есть наши друзья, братья-мусульмане, с кем мы общаемся. Есть братья, которых мы не знаем, их много, и за которых мы тоже должны делать дуа. Поэтому
некоторые ученые даже сказали, что это есть адабуд дуа, что это есть правило дуа, этикет дуа, когда мусульманин должен просить не только за себя, а за своих братьев и сестер, то есть за всех мусульман. И когда он просит за себя тауфик, чтобы Аллах наставил его на путь истинный, да, он также просит, чтобы Аллах наставил всех мусульман, его братьев, его сестер на путь истинный. Если он просит прощения за свои грехи, он также просит прощения Аллаха за грехи своих братьев и сестер, то есть магфира, да. Если он просит у Аллаха помощи в чем-то благом, то эту же помощь он просит и за своих братьев и сестер. Потому что так же, как мы должны понимать, так же, как мы нуждаемся в помощи Аллаха, так же наши братья и сестры, они все нуждаются в помощи Всевышнего Аллаха. Поэтому эту помощь мы должны просить не только за себя, а за наших братьев и сестер. И, несомненно, любовь в исламе, любовь ради Аллаха, братство ради Аллаха – это одно из величайших фундаментов, который укрепляет мусульманскую умму. То есть мусульманин, он не может быть полноценным мусульманином, пока не будет любить своих братьев ради довольства Аллаха. Так ведь? Только потому, что они братья, они его братья, они мусульмане. Так ведь? И есть огромное количество хадисов, которые указывают на это. Пророк ﷺ сказал: «Ля тадхулуль джанната хатта туслиму». Вы не войдете в рай, пока не станете мусульманами. И вы не станете мусульманами, то есть полноценными, пока не станете любить друг друга. И не указать ли мне вам на то дело, которое, то есть если вы это будете делать, если вы будете делать это, совершать это дело, то вы обязательно полюбите друг друга, то есть распространяйте приветствие, то есть салям между собой. «Ля ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси». Другой хадис. Никто из вас не уверует, то есть не станет полноценным верующим, пока не полюбит, не пожелает для брата того, чего он желает себе. Поэтому вот это братство, желание блага для братьев и сестер, для всех мусульман, это то, что требует от нас вера. И это обязательно для совершенства нашего имана, для совершенства нашего ислама. Поэтому мусульманин, который любит своих братьев, он переживает из-за них. Мусульманин, который просит у Аллаха наставление для себя, он просит это же наставление и для братьев. Мусульманин, который ищет прощения Аллаха, понимает, что он грешный, он понимает, что и у братьев есть грехи, и они тоже нуждаются в прощении Всевышнего Аллаха. И поэтому мы желаем для братьев того же, чего желаем и для себя, и для себя. Поэтому мы должны делать дуа за братьев. Мы должны делать истигфар. Про истигфар у нас будет отдельная лекция. Может быть, даже следующая лекция. Истигфар – это отдельный вид дуа, когда мы просим у Аллаха прощения за наши грехи. Просим у Аллаха прощения за грехи наших родителей, братьев и так далее, и так далее. Поэтому это, дорогие братья, очень важная тема. То есть дуа – это такая, машаллах, широкая, большая милость Аллаха, которую не надо сужать. То есть у тебя есть возможность, да, после того, как ты для себя что-то попросил, не торопись опускать руки, не торопись завершать свое обращение. Попроси за братьев, попроси за сестер, попроси за мусульман, за всю умму, за всех мусульман на этой земле. Это очень важно. Об этом, иншаллах, у нас еще отдельно будет хадис. Поэтому и мы должны понимать правило аль-джаза мин джинсил амаль. То есть, что ты будешь совершать, то ты будешь и получать. Что посеешь, то и будешь пожинать.
Если ты будешь желать блага, прощения Аллаха, тауфика, хидая, наставления для своих братьев и будешь просить за них это, Аллах обязательно внушит, ученые говорят, Он обязательно внушит в сердца твоих братьев любовь к тебе, братство по отношению к тебе. И Аллах пожелает, чтобы и они начали делать дуа за тебя. Даже некоторые ученые говорят, что вот когда мусульмане начинают делать дуа друг за друга, не только за себя, все, вот я за себя попросил. Помните хадис про историю про бедуина? Ну, бедуин пришел с пустыни, он не понимает здешние правила, да? Ему захотелось справить нужду. Посмотрел стену, увидел, зашел за стену и справил нужду. А оказалось, это мечеть. Оказалось, что там сподвижники сидят, пророк саллаллаху сидит. Оказалось, что это для них святое место. Может быть, он этого не понимал. Он же в пустыне пришел, а в пустыне там везде туалет, везде это, да? То есть нет таких правил. И сподвижники вскочили, там, что с ним сделать сейчас? Все там, ну он на самом деле осквернил дом Аллаха. И реакцию пророка саллаллаху знаете, да? И реакция этого человека, когда он увидел гнев у людей и увидел милосердие, вот эту заботу пророка, он же дуа делал, так ведь? Он обратился к Аллаху и сказал: «О Аллах, милостивайся надо мной и над Мухаммадом, и больше ни над кем». То есть не спошли свою милость мне, Мухаммаду, и больше никому. Пророк саллаллаху сказал: ты узел огромный. То есть не надо ужать огромное. То есть милость Аллаха хватит всем. Поэтому не надо говорить: вот этого прости, остальных не прощай. Аллах может всех простить. Поэтому дуа это, машаллах, у тебя рук, может быть, не хватит. А милость Аллаха, она безгранична. Как это не хадис, из праведных предшественников, саляфу салих, когда делал дуа, он сказал такие слова: «О Аллах, у меня столько грехов. Я знаю, я признаю, у меня очень много грехов, но Твоя милость, она безгранична». То есть, если сравнить мои грехи с Твоей милостью, это невозможно сравнить. Поэтому прости все мне мои грехи. Вот эта возможность Аллах дает нам всем. Там нет никакого лимита. 5 раз в месяц или в неделю ты попросил за братьев, и все, ты не можешь сказать: братья, у меня лимит закончен. Или там у меня там в копилке денег, возможностей, все уже нет. Как в компьютерной игре, у меня жизни больше нет, я не могу уже просить. Я все уже каждый день просить. В день по несколько раз просить. Нет такого лимита. Все, Аллах милостивый. И Он дает нам такие возможности, которые нельзя ограничивать. Аллах не ограничил в этом. Поэтому, и это мы видим из жизни сподвижников, и ученые сказали, если мусульмане, опираясь на любовь и братство и пожелание блага своим братьям, начнут делать дуа, Аллах будет объединять их сердца. Может быть, брат, который делает там за меня дуа, он мне об этом не говорит. Зачем? Это же искренне должно быть, так ведь? И может быть, я за него делаю дуа, я об этом ему не говорю. Но так получится, Аллах так пожелает, что мы начнем любить друг друга. Мы где-то встретимся, увидим друг друга, и как-то мы почувствуем, что мы, оказывается, очень близки с ним. Хотя, может быть, я ничего такого от него не получал, и он от меня ничего такого добра я ему не делал. Но то, что мы любим друг друга и делаем дуа, Аллах начинает соединять наши сердца. И дуа, об этом тоже сейчас поговорим, она не ограничивается даже сегодняшним днем. Мы можем объединять сердца с теми поколениями, которых уже давно нет. И с теми поколениями, которые придут через 100, 200, 300 лет. Так ведь? Это же милость Аллаха. Поэтому дуа не ограничивается какой-то республикой, какой-то страной. Какие-то политические границы на нас не действуют. Нам виза не нужна, чтобы мы там за братьев в Ливане дуа делали. Нет такого. И у нас даже нет ограничений временных.
Мы можем делать дуа, мы делаем дуа за Абу Хурейру, который покинул эту землю там 1500-400 лет назад. И мы попадаем под его дуа. Об этом мы говорили, да? То есть человек, который 1400 лет назад сделал дуа, мы попадаем под его дуа. Он же говорил: о Аллах, прости всех, кто будут просить прощения за меня и за мою мать. Так ведь? Поэтому нет никаких временных. И через 1000 лет, если судный день не настанет, также мусульмане могут делать дуа за Абу Хурейру и будут попадать под его дуа. Поэтому нет никаких ограничений. И вот милость Аллаха, то, что человек пожинает, а то, что он сеет, то и пожинает. Иншаллах, если он будет делать дуа за братьев, и братья начнут делать дуа за него. И есть огромное количество причин, которые ставят наших братьев, именно делают нуждающимися в наших дуа. Вот одна из причин. Столько братьев, их постигают болезни, например. Один пример, да? Болезни. Столько братьев, которых Аллах испытывает через лишение здоровья. То есть это болезнь. И мы знаем, что их много. О многих из них мы, может быть, даже не знаем. Иногда мы даже вот тех братьев, которых мы вместе на намаз ходим, да, его там неделю, 2 недели, оказывается, он в больнице лежал, оказывается, он такие операции пережил. Мы даже иногда просто не знаем об этом, да. Но на самом деле таких братьев очень много. Есть братья, которые не могут ночами находятся вот в этих страшных муках и ждут, когда же придет утренний намаз, и он встанет, намаз почитает. Или же когда же он взойдет солнце над горизонтом, и вообще взойдет ли оно. Да? Есть братья, которые неделями лежат, мучаются. Есть братья, которые месяцами, годами лежат. Есть братья, которые, их постигла болезнь, они никогда не увидят исцеления. То есть братья, у которых ноги, руки отказали. Есть братья, которые не могут нужду справить. И это годами идет. И столько терпения им надо. И, конечно же, они нуждаются в том, чтобы их братья и сестры за них дуа делали. За них исцеление просили. За них чтобы просили облегчения, чтобы Аллах Тааля облегчил им. И Абу Дауд, имам Тирмизи передает хадис с хорошим иснадом от Абдулла ибн Аббаса. Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто посетил больного, своего брата, которому еще не суждено умереть, да, факаля индаху, и скажет, посетил этого брата и скажет возле него 7 раз: «Ас'алюллаху аль-азим, раббаль аршил азим ан яшфик». 7 раз. Если он скажет, обратиться к Аллаху: я прошу великого Аллаха, раббуль аршил азим, то есть Господа великого трона, ан яшфик, чтобы он исцелил тебя. Кто 7 раз скажет эти слова, илля афахуллах, Аллах обязательно исцелит его. Аллах обязательно исцелит его. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи. И посланник Аллаха, когда болели его сподвижники, он навещал их, мы знаем. Так ведь? И когда он навещал их, мы знаем огромное количество хадисов, где он делал за них дуа. Ля бас, тагурун иншааллах. Он сказал: не проблема. Ты исцелишься, иншаллах. Он поднимал им настроение, он успокаивал, он давал им надежду. Так ведь? И по адабу мы знаем, что не надо усугублять их и так тяжелое положение. Так ведь? Когда Умар ибн Абдул-Азиз же, когда болел, к нему пришел один его брат и сказал: я знаю одного, он долго не протянул. Он тоже так болел, он все, умер там. И Умар ибн Абдул-Азиз выгнал его. Больше не приходи ко мне, сказал. То есть человек, брат, который болеет, надо поднимать ему настроение. Надо сделать так, чтобы он улыбнулся, чтобы он
машаллах, понимал, что вот есть братья, которые за него переживают, которые делают дуа. Вот кто скажет 7 раз эти слова, Аллах обязательно исцелит его. Да, конечно, при условии, если у него уже не закончились его дни. Так ведь? А следующий хадис, Бухари и Муслим передает, от Аиша, радиаллаху анха, который рассказывает, «Кана Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ида аталь марид яд'у лаху». Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приходил навещать больного, он делал дуа за него. Он делал за него дуа и говорил, «Аллахумма раббан нас». «О Аллах, Ты Господь людей, адхибиль ба'са, вашфи анта шафи». То есть, сделай так, чтобы эта болезнь ушла. Сделай так, чтобы вот эта трудность, она ушла. Вашфи анта шафи, исцели его, ибо Ты аш-шафи. То есть, кто может его исцелить? Ты, шафи, Ты тот, кто дает исцеление. Ля шифаан илля шифаука. И нет никакого исцеления, кроме Твоего исцеления. То есть, не найдется ни один врач, ни один там ученый, который принес бы то, чего Аллах не дал. Поэтому ля шифаан илля шифаук, шифаан ля югадиру сакама. Или сукма. То есть в разных риваятах по-разному говорится. То есть исцеление, если твое исцеление придет, то ни одна болезнь уже не останется. Вот эти дуа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал за своих сподвижников и призвал нас делать то же самое. Поэтому в наших дуа, в наших тахаджудах, да, когда мы обращаемся к Аллаху, и мы должны понимать, что есть много братьев, которые болеют, которые не могут посещать коллективные намазы, которые не могут приходить на уроки. И они нуждаются в наших дуа. Есть братья, которые на джумга не могут прийти. Я помню, рахимахуллах, Аллах вернул его к себе, этого брата. Когда я в Нижнекамске работал, я знаю, этот брат, он месяцами лежал в больнице. Не то в РКБ, не то где-то. И, альхамдулилля, брат такой был и при деньгах, и это. Я помню, когда он вернулся в первый раз в больнице, он пришел ко мне и сказал: «Хазрат, сколько тебе денег надо? Хочу, чтобы здесь камера была». И каждый раз, когда вы будете джумга рассказывать, я хочу, находясь на койке больничной, я хочу слушать эти ваазы, потому что я их привык слушать. Я каждый джумга приходил, а я месяц лежал в больнице, я не слушал джумга. То есть, тогда этих телеграм-каналов этих не было. И он сам профинансировал оптиковолоконный кабель до мечети. Да? Оптиковолокон, кто знает в теме, да, это не дешевая вещь. Он сам купил камеру, и у нас через оптиковолокно, у нас камера была, и он, машаллах, когда уже второй раз лег в больницу, он благодарил Аллаха за то, что он мог хутбы слушать, уроки слушать. И он просил: давайте уроки, чтобы мы слушали, потому что, на самом деле, тяжело, когда человек часами, сутками, неделями лежит в больнице, да, когда, вот эти даже стены, они же давят на человека. И таких братьев очень много. Рахимахуллах. Поэтому братья, которые нуждаются в исцелении, нуждаются в наших дуа, надо за них дуа делать. Есть братья, которым Аллах не дал исцеления. И Аллах вернул их к себе. И их положение, оно тоже нелегкое. То есть не надо думать, что брат умер и все, он там в раю. Да? У нас очень много грехов. У нас очень много проблем. И когда человек оказывается в могиле, он должен понимать, что там не всегда рай. Иногда сподвижники, они могилы боялись даже больше, да, чем адского пламени. Потому что это начало вечной жизни было. Это было начало. И Усман ибн Гаффан, когда навещал могилы, он плакал так, что даже когда про ад ему рассказывали, он так не плакал. И он говорил: я слышал, как пророк сказал, что это начало вечной жизни. И что там нас ждет? И в каких условиях наши с вами братья и сестры там находятся? И фитнатуль кабр, она постигнет всех. Постигнет всех. И
Пророк ﷺ об этом много рассказывал. И поэтому мы должны делать дуа за тех братьев, которые оказались в могиле. Они сейчас там, и они нуждаются в наших дуа. Они не могут, как мы, встать 2 раката намаз почитать. Вот иногда тяжело тебе, да? А ты бисмилля, тахарат взял, 2 раката намаз почитал, с Господом своим пообщался, сделал суджуд, поплакал, и так хорошо стало. Да? У них есть такая возможность, а у нас нет. Мы можем зикры делать, тасбихат делать, шагаду делать, и это тоже успокаивает. От этого тоже становится хорошо. А они не могут этим заняться. Они там в могиле. Мы можем брату позвонить, так ведь? С детьми поговорить, с родителями, мать навестить. Машаллах, навестил мать, с ней чай попил, она за тебя дуа сделала, и тебе так хорошо стало. А у них нет этих возможностей. Это во-первых. А во-вторых, они же там, мы здесь не получаем еще то, что мы творили. А они же как раз начинают получать там. За все грехи, которые они совершали, они начнут там получать. Здесь есть амаль, но здесь Аллах очень мало нам дает за наши прегрешения. Так ведь? А там амаль они не могут совершать. Поэтому они нуждаются в наших дуа. Чтобы мы, братья, которые остались там, у нас есть возможность делать дуа за наших братьев. И очень многие братья, вот когда я с ними общаюсь, особенно молодые братья, они немножко путают 2 важные вещи. То есть они привыкли видеть, например, у нас у татар это есть, да, во многих азиатских странах, то есть вот специальные дни, да, 6, 3, 7, 40 день, да, год. Они, объясняя, я сейчас про это не буду говорить, да, утверждая, что это бидага, они отказываются от того, чтобы просто делать дуа, братья. Я иногда говорю, брат, ты, объясняя всем, что нет 40-го или годовщины, да, говорю, брат, ты уже сам перестал делать дуа. А пророк, ﷺ, он же делал дуа за усопших. Он плакал, просил у Аллаха разрешения делать дуа за свою мать. И когда Аллах не разрешил ему делать дуа за мать, он попросил у Аллаха разрешения, чтобы навестить просто могилу матери. И когда Аллах разрешил, он пошел, сподвижники пошли за ним, он нашел могилу матери, он сидел возле могилы и плакал, и сподвижники рассказывают, мы, говорит, сидели за ними, тоже плакали. То есть пророк ﷺ очень хотел делать дуа за усопшую мать, за усопших родителей. Так ведь? Поэтому это те люди, которые нуждаются, наши братья, наши сестры, наши родители, наши родные наши, бабушки, дедушки, все, они нуждаются в наших дуа. И суратуль Хашр, 10 аят, Всевышний говорит, «Валладзина джа'у мин ба'дихим», и те, которые пришли после них, то есть эти ушли, они там в могиле, и пришли другие поколения, да, которые пришли после них, якулун, они говорят, Раббана, они говорят, о Господь наш, игфир лана, прости нам грехи, вали ихванина аллазина сабакуна бил иман, и прости тем нашим братьям, которые опередили нас в имане, которые жили до нас. То есть они, получается, Аллах говорит, они делают дуа за себя, о Аллах, прости нам наши грехи. Да, надо начинать с себя. Но они не завершают этим свои дуа. Они говорят, вали ихванина аллазина сабакуна бил иман. И прости грехи тем нашим братьям, которые опередили нас в имане. Валя таджгаль фи кулубина гилля лиллазина аману. И, о Аллах, избавь наши сердца от ненависти, зависти по отношению к верующим. То есть, когда появляется любовь среди мусульман, среди братьев, когда появляется вот эта дружба, братство, когда Аллах избавляет сердца от ненависти друг к другу. Когда Аллах избавляет наши сердца от зависти друг к другу. Вместо того, чтобы, субханаллах, радоваться счастью брата, да, вот брат женился, машаллах, это же радость.
Ну ладно, ты пока не можешь жениться, да? И не надо, вместо того, чтобы радоваться, появляется зависть. Появляется, вот он, я же лучше него, а что Аллах ему дал вот такую сестру, а мне не дал, да? То есть это зависть. Или там брату Аллах дал лучше машину, чем тебе. Или лучше дом, чем тебе. Но это Аллах так решил. Ты сейчас хочешь с кем поспорить? С Аллахом? Это Аллах так решил, что твой брат, у него машина лучше, чем у тебя. Ты с кем сейчас хочешь поспорить, да? Поэтому ты радуйся этому. И вот поэтому они говорят: о Аллах, прости нам грехи, нашим братьям, которые опередили нас, да? И, о Аллах, избавь наши сердца от ненависти, зависти по отношению к верующим. И когда вот эта ненависть, вот эта зависть уйдет, придет братство, придет любовь, и мусульмане начнут делать дуа друг за другом. Раббана иннака рауфур рахим. Суратуль Хашр, 10 аят. И поэтому в тафсире этого аята говорится, что вот это шамилюн ли джами'иль му'минин юнтафау ба'духум би ба'д. И вот эта милость Аллаха, что касается всех верующих. Все верующие могут делать дуа друг за друга. Могут получать реальную пользу друг от друга. Вот ты сегодня вспомнил своего брата во время дуа, да? Даже усопшего брата. Ты попросил прощения за его грехи. Аллах простил ему грехи, и у него положение в могиле исправилось. Все, у него там стало лучше. Он реально получил пользу. То есть Аллах учит нас вот так приносить пользу друг другу. Потому что это есть наш иман, и это есть наша любовь друг к другу. Поэтому вот, то есть наши братья, которые оказались в могиле, они ушли до нас, они нуждаются в наших дуа. И вот просто задайте себе вопрос, какой процент во время ваших дуа занимает дуа за усопших братьев? Вот просто пусть каждый проверит свои дуа. Есть особая категория, да, за тех братьев мы должны делать дуа, которые вместе с нами, с которыми мы встречаемся, да, которые также могут и поклоняться, и просить у Аллаха прощения, да, но есть у нас категории братьев, наших родных, близких, которые не могут уже просить прощения, им это не приносит пользы, да, они уже там, они уже получают по заслугам, и мы должны делать дуа за них. Мы должны делать дуа. Вот просите каждый из вас, пусть просит себя, какой процент во время дуа занимает дуа за наших усопших братьев. Сколько мы просим за них. А ведь на самом деле сподвижники, они очень много просили дуа друг за друга. Ну, иншаллах, об этом еще поговорим. Вспомним несколько историй. Вот. Есть братья, которые пребывают в огромных трудностях, фитнах. Не везде на этой земле мусульманам дают поклоняться. Спокойно поклоняться Аллаху. Для кого-то сходить на джумга, есть такие общества, есть такие страны, к сожалению, для кого-то пойти на джумга, просто совершить джумга и спокойно вернуться, это целый джихад. Так ведь? Есть такие места, такие страны, где мусульман преследуют, где враги ислама, к сожалению, они объединяются против ислама, против мусульман. Они не имеют возможности строить мечети, они не могут детей отправлять куда-то к устазам, чтобы они преподавали им книгу Аллаха. Так ведь? То есть они не могут спокойно общаться. Есть много таких. И мы знаем, что в жизни пророка, в Сирии пророка саллаллаху алейхи ва саллям, было много времен, много ситуаций, когда мусульманам на самом деле было тяжело. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он делал дуа за них. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа за них. Но мы знаем, во время кунута, то есть, когда совершал рукух, поднимался с рукуха, и до того, как уйти в суджуд, он делал дуа. Он делал дуа за своих братьев, за сподвижников. Как, например, у имама Аль-Бухари и Муслима есть хадис от Абу Хурайры, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям,
когда совершал намаз, он встал с рукуга и обратился к Аллаху. В своем, кунут называется, кунут, да? И он говорил: Аллахумма анджиль валид ибн аль-валид. О Аллах, спаси, дай спасение Валид ибн аль-Валиду. О Аллах, спаси, Аллахумма анджи Саламат ибн Хишам. О Аллах, спаси Салама ибн Хишама. О Аллах, спаси Айяш ибн Аби Рабига. То есть это были его сподвижники, которые оказались в плену у врагов. То есть он понимал, что им там тяжело. Они в плену. Они в плену, и у них, им там тяжело поклоняться Аллаху. Им тяжело, там были страшные условия. Он это все понимал. И он делал дуа за них. То есть он прямо по именам называл их имена, то есть имена сподвижников, которые оказались в плену. Аллахумма анджи аль-мустадафина мин аль-му'минин. О Аллах, спаси всех слабых, угнетенных среди мусульман. То есть он знал, что есть мусульмане, которых он, может быть, не знает, да? Но они тоже угнетенные, они под гнетом, может быть, не мусульман, так ведь? И он за них делал дуа. Аллахумма ждут вот атака аля мудара, то есть он делал дуа против племен, которые выступали против мусульман. То есть когда он просил спасения для своих сподвижников, для мусульман, также он наравне с этим делал дуа против некоторых племен. Аллахумма джа'альха алейхим синина касин Юсуф. То есть, о Аллах, дай им годы, подобные годам Юсуфа, алейхиссалям. То есть 7 лет, чтобы Аллах не давал им урожая. То есть он делал дуа против каких-то племен, которые проявляли свою вражду против пророка, против ислама. Вот эти дуа, они являются примерами того, что пророк, он переживал за своих сподвижников. То есть он делал дуа за тех сподвижников, которые оказались в плачевном, в трудном, тяжелом жизненном положении. Поэтому есть много братьев, которые оказались в тяжелой ситуации, и надо за них делать дуа. Кого-то Аллах свободы лишил, да? Вот мы, например, как имамы иногда навещаем наших братьев. Может быть, кто-то что-то сделал в жизни. Есть братья, которые получают наказание за те грехи, которые до ислама. Аллах прощающий, но так получилось, что государство их не простило. И они сегодня пребывают там иногда десятилетиями, там, в тюрьме, то есть у них жены, дети, да. Аллах так испытал их. Мы-то за них дуа должны делать. Иногда с ними встречаешься, машаллах, они там Коран читают, они там, настоящие наши братья. И никто и не испортился, не стал каким-то там преступником, да. Да, в свое время он совершил это что-то там в 90-х, да. Но сегодня, да, Аллах пожелал так чтобы его лишили свободы. Да, но они нуждаются в наших дуа. Надо за них дуа делать. Вот как пророк саллаллаху за пленных своих сподвижников дуа делал. Мы знаем, Абу Бакр, когда объявили войну или он объявил против мусульман, Мусайлама был такой, да, лжепророк, то есть который себя возомнил пророком. И когда мусульмане выступили против этого лжепророка, Даджала, да, Мусайлама аль-Кадзаб, когда он отправил туда войско, он делал дуа за них. Потому что он понимал, там им очень тяжело. Там идет война, там им очень сложно. И Абу Бакр, радиаллаху анху, делал дуа за них. Когда начались стычки с обладателями Писания, да, то есть были очень серьезные сражения с обладателями Писания. Абу Бакр, когда отправлял туда войско, он очень переживал за них. Он понимал, что там им очень сложно на войне и на поле брани, и поэтому он делал за них дуа. Мы знаем, Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, когда отправлял свое войско, он делал дуа
мусульман и делал дуа против их врагов. Против их врагов. То есть он прямо говорил, «Аллазина ясуддуна ан сабилик», они те, которые отводят людей, вводят в заблуждение от пути истины. «Ваячхадуна аятак», это те, которые выступают против твоих аятов. «Вайкадзибуна русуляк», это те, которые назвали лжецами твоих пророков. Это те, которые нарушили твои законы, твои правила. То есть он делал дуа за свое войско и делал дуа против войска врагов. И вот такие примеры они есть. Мы знаем, во время сражений пророк ﷺ всю ночь делал дуа за своих воинов. Так ведь? Поэтому есть очень много наших братьев и сестер, которых Аллах Тааля испытывает разными фитнами, разными трудностями, и они, конечно же, нуждаются в наших дуа. Мы должны делать дуа за них. Есть братья, которые, да, они, может быть, не лишены свободы, да, они там живут у себя где-то в стране, но они в бедности и нищете. То есть Аллах испытал их бедностью, нищетой. Есть огромное количество наших братьев и сестер, которые не могут досыта сами поесть хлеба и накормить своих близких. Есть много-много в африканских странах, в других странах, в Судане. Братья некоторые их навещают, да, некоторые фонды с ними работают, альхамдулилля, пусть Аллах им поможет. Но когда они приезжают оттуда, они рассказывают, я специально встречался с некоторыми фондами, которые с ними работают. На самом деле есть наши с вами братья, мусульмане, да, наши сестры в платках, которые просто живут в страшных условиях. Страшных условиях. Для них там кусок хлеба, там спокойно там прожить, не умереть от голода, для них это уже огромное счастье. Так ведь? Поэтому в бедности, в крайней нищете очень много братьев. И надо делать дуа за них, чтобы Аллах Тааля дал им облегчение после трудностей, чтобы Аллах Тааля накормил этих голодных, чтобы Аллах Тааля дал им какой-то приют. Потому что есть братья рассказывали, у них даже дома нет. Они там, по-моему, с Индии, когда приехали, они говорят, под машинами там картонки просто стелят и просто спят там. У них нет дома, просто нет. Там жена, там моторомедакиль, там дети там у них, под машиной все. И они просто живут под машиной. У них нет дома, просто нет. Они даже снимать не могут. Они же нуждаются в наших дуа. Надо делать дуа за них. Если весь мир будет делать дуа за них, как-то им стараться помочь, субханаллах, это же Аллах даст результат, иншаллах. Но надо начинать с дуа. Потому что, чтобы что-то понять, что-то увидеть, надо хотя бы начать делать дуа за них. Аллах, иншаллах, милостивый. Посредством наших дуа Аллах Тааля, иншаллах, может смилостивиться над ними. Даже то, что произошло там, эти землетрясения в Турции, в Сирии. Сколько раз мы за них дуа делали? Сколько раз вы за них дуа делали? Когда просто человек всю жизнь работал, купил квартиру, там какой-то магазинчик открыл, бизнес свой построил, да, и все. В лучшем случае он просто остался без ничего, но живой. А в худшем случае, да, он может под развалинами, вся его семья осталась. И он не знает, что делать. То есть это наши братья, это наши сестры, и за которых мы должны любить, и за которых мы должны переживать и делать дуа за них. Поэтому очень много, я хочу сказать, причин, чтобы мы объединялись в наших дуа. Чтобы мы делали дуа за всех наших братьев. Потому что это есть братство. Иннамаль му'минуна ихва. Воистину верующие являются никем иным, как братьями. А это наши братья. Худжурат, 10 аят. Также Аллах говорит, «Валь му'минуна валь му'минат, ба'духум аулияу ба'д». А верующие мужчины и верующие женщины, они являются покровителями друг друга, друзьями друг друга. То есть они должны покровительствовать друг над другом. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد. Пример мусульман – это пример одного единого организма. То есть, когда боль касается какой-нибудь части тела, то начинает все тело знобить, лихорадить.
То есть, когда ты даже на кухне режешь хлеб и порежешь палец, да, ты же не смеешься, да, на весь дом, там, вот так, или там левая рука у тебя не смеется над правой, которую порезал, да. То есть уже все, твои мозги уже думают, как, что делать, как помочь, как кровь остановить, да. Язык уже там говорит, хатын, я тут порезался, где бинт, где это, то все, ноги уже ищут, глаза ищут, все помогают маленькому кусочку тела. Вот. А мы мусульмане. Мы мусульмане там. Аллах, да, испытал их, наших братьев-турков, да. А тут в интернете сидят братья и говорят, а за что Аллах их наказал, а? Субханаллах. Вот Аллах сохласын, с твоей дочкой что-нибудь случится, да, ты вот так будешь сидеть и говорить, у тебя там вся переломлена, дочка в реанимации лежит, ты приходишь, дочке, отец такой любящий, говоришь, кызым, за что тебя Аллах наказывает? Дочку спасать надо дуа делать. Аллах сам знает, за что кому что дает. Да? Может быть, Аллах их от адского пламени так спас. Мы же не знаем. Так ведь? Поэтому, любовь, милосердие, вот как единый организм, единое тело. Мы же не насмехаемся над самим собой. Мы же не говорим, вот ты там правому пальцу говорит, левую пальцу, да? Нет такого. Мы все помогаем, все тело потеет, все больно нам. Мы страдаем, потому что вот кусочек тела порезалось. Вот, поэтому мы должны быть единым организмом. Говорить об этом много можно, а на самом деле в жизни это использовать, к сожалению, у нас пока мы далеки от этого. И вот что касается общей уммы мусульман. Все, последний хадис и завершаем лекцию. Вот есть наши братья, с которыми мы общаемся. Да, они как-то, занимают в нашей жизни особое место, да. Когда, например, там, мы слышим, что один брат там в ДТП погиб, да, и мы такие, так я же его знаю, машаллах, рахимахуллах. Все равно он для нас близкий, он в нашу мечеть ходил, где-то мы в мадресе встречались, да. Вот. Но есть особое братство, есть особое милосердие, которое касается не только наших знакомых братьев. Это та особая любовь, которая распространяется на всех мусульман на этой земле. Это другое. И поэтому хадис имам Табарани, имам Хаким и другие мухаддисы передают этот хадис и сказали, что он достоверный. Пророк ﷺ сказал, этот хадис от Абу Муса аль-Аш'ари, радийаллаху анху. Посланник Аллаха ﷺ сказал, «Лян ту'мину хатта тарахаму». Вы никогда не уверуете, это довольно-таки жесткие слова, да? Вы никогда не уверуете, то есть не станете полноценными верующими, хатта тарахаму, пока не будете милостивыми по отношению друг к другу. Пока не будете проявлять милосердие друг к другу. И когда посланник Аллаха сказал эти слова, сподвижники сказали, мы сказали, «Я Расулаллах, куллюна рахим». Так каждый из нас милостивый, каждый из нас милосердный. Вот каждый из нас, он милосердный по отношению к нему. То есть мы милосердны друг к другу, по отношению друг к другу. И пророк ﷺ сказал, «Иннаху лейса бирахмати ахадикум сахиба». Я имею в виду не то милосердие по отношению к друзьям, к товарищам, да, которых вот мы знаем. «Валякиннаха рахматун наси рахматул амма». Я говорю о той милости, которая касается всех людей, которая касается всех и все. То есть все и мусульманской уммы на этой земле. Поэтому помимо твоих отношений, дружественных, братских отношений, по отношению к тем братьям, которыми ты общаешься, с которыми ты работаешь, с которыми ты вместе на намаз ходишь или в мадресе, да, в нас должно быть особое милосердие по отношению ко всем мусульманам, которые живут в разных странах, пусть там в Европе, в Америке, пусть там они живут в африканских странах, в Турции, в Сирии, в других странах.
Неважно, это наши братья. И у нас должна быть любовь, вот как раз в этом хадисе, пророк сказал, вы не сможете стать настоящими верующими, пока не будете проявлять милосердие друг к другу. То есть здесь речь идет о всех мусульманах. Поэтому в наших дуа, помимо дуа за наших товарищей, братьев, друзей, с кем мы общаемся, у нас особое место должно занимать дуа за всех мусульман на этой земле. Потому что они нуждаются в нашей помощи, они нуждаются в наших дуа. Есть огромные страны, где кризис, он не приходил и не уходил никогда. То есть у них это всегда было. Они всегда голодали, они всегда пребывали вот в этих страшных бедности и нищете. Вот поэтому вот как раз ислам, да, альхамдулилля, наш иман, он должен объединять нас. Поэтому, дорогие братья, вот давайте учиться делать дуа друг за друга. Давайте учиться дуа за всех братьев, за всех мусульман. Те, которые покинули эту землю. Это абзац у нас был отдельно, да? Те, которые придут на эту землю. Машаллах. Вот сегодня мы навещаем Мекку и радуемся. Как там живут наши братья, как там мечеть, там, да? Машаллах, азан, везде мусульмане, да. Мы приезжаем в Медину, да? Машаллах, мы радуемся, вот этот баракат, да? Вот многие, когда первый раз приезжают с умры, да, или там с хаджем, машаллах, как будто я там всю жизнь жил, даже неохота сюда приезжать, такой баракат. А Аллах через чьи дуа дал этот баракат? А? Когда пророк Мухаммад, саллаллаху оставил Мекку, вынужден был оставить Мекку, приехал в Медину, не было этого бараката. Там даже воды не было нормальной. Очень мало было нормальной чистой питьевой воды. Не было таких зеленых там плантаций финиковых, да. Это все появилось после его дуа. То есть получается, прошло 1500 лет, и люди до сих пор питаются баракатом дуа пророка, саллаллаху алейхи. Так ведь? И когда он как раз делал дуа за Медину, пророк, саллаллаху алейхи, вспомнил дуа. Кого дуа вспомнил? Ибрахима. Он когда начинал дуа, он как сказал? Когда люди собрали первые финики, они набрали это и дали детям, и дети пришли к пророку, саллаллаху алейхи. Мы знаем, столько сподвижников погибло от разных болезней, потому что они не могли привыкнуть к Медине. Его близкие сподвижники, они умерли от разных болезней, потому что они не могли принять, организм их не мог принять вот этот суровый климат Медины. И поэтому пришли вот с этими первыми плодами и сказали, сделай дуа за Медину. И когда он начал делать дуа, он сказал, твой любимый раб и посланник сделал дуа за Мекку. И ты дал баракат Мекки. О Аллах, я твой любимый раб и твой любимый посланник. Я также прошу, чтобы ты дал в 2 раза больше бараката Медине, чем даже Мекке. И Аллах Тааля дал баракат. Вот сколько поколений меняются, приходят, и они живут в баракате дуа этих 2 святых людей. Да? То есть любимых рабов Аллаха, Ибрахима, алейхиссалям, и пророка Мухаммада. Я даже, когда мы с некоторыми руководителями умру делали, я даже такое слово сказал, может быть, это мои просто такие наблюдения были. Я говорю, быть мэром там или руководителем здесь, в Мекке, в Медине, намного проще, чем в других городах. И один такой спрашивает, почему? Так я говорю, за их город кто-то делал дуа. За их город Ибрахим и пророк Мухаммад делал дуа. И после их дуа, если они не справятся здесь, это уже вообще позорно. Так ведь? То есть они же под дуа, их города, то есть в их подчинении, это те города, которые под дуа самых великих пророков. И если, говорю, они и тут не справятся, тогда уж вообще им грош цена. Поэтому вот эти дуа, наши дети, которые даже по именам нас не будут знать, мы там уже 200 лет назад, может быть, покинули, да, они должны жить под нашими дуа. Поэтому дуа
за нас, за наших родителей, бабушек, дедушек, за наших предков, за наших детей, внуков, за наших братьев и за всех мусульман, которые живут на этой земле. Иншаллах, это наша задача, и что посеешь, то и пожнешь. Поэтому чем больше мы будем делать дуа за наших братьев, тем больше они будут делать дуа за нас. Субханак Аллахумма бихамдик, шхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайр, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.